Бисмилля, альхамдулиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях. Амма ба'д, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня урок будет на иную тему. Тема пути к прощению грехов будет продолжена, иншаллах, на следующей неделе вместе с Юсуф Хазратом. Сегодня же у нас отдельная лекция, отдельный урок. Аллах Субханаху ва Та'аля, как мы знаем, ниспослал знамение для всех нас, ниспослал для нас прямое руководство. Это священная книга Коран. Аллах Субханаху ва Та'аля в этой книге утверждает множество правил, которые мусульмане должны применять в своей жизни. Множество правил. И некоторые из этих аятов, которые отражены, эти правила, в которых отражены, они повторяются множество раз. И сегодня я хочу вам рассказать об одном из таких правил, в котором все мы нуждаемся. Аллах Субханаху Тааля говорит: «Ваман ятаваккаль аля Аллахи фахуа хасбуху». Тому, кто уповает на Аллаха, тому будет его достаточно. То есть достаточно Аллаха в качестве опоры, в качестве покровителя, тот, кто действительно всем искренним сердцем уповает на Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому это правило, оно призывает нас, что бы мы ни хотели от Аллаха, Его блага, или же мы искали у Него защиты, чтобы любые поступки, в которых мы уповаем на Аллаха, просим у Него хороший исход наших дел, то всегда мы должны совершать, во-первых, причины для того, чтобы это осуществилось, и, во-вторых, всем своим искренним сердцем надеяться на Аллаха, ждать результат от Аллаха Субханаху ва Тааля. И если мусульманин это выполнит, то ему будет достаточно. Ему уже больше никаких помощников, никаких покровителей уже больше не нужно. И поэтому это правило, оно в Коране множество раз повторяется, и оно действительно является одним из главных правил для жизни мусульманина. Если обратиться к этому аяту, в каких условиях или же в какой суре он был ниспослан, о чем говорилось до этого аята, о чем говорилось после аята, то этот аят, кто уповает на Аллаха, то тому будет достаточно Аллаха, этот аят был ниспослан в суре Талак, развод. И Аллах Субханаху ва Тааля в этой суре, в начале этой суры, когда предписывает, что нужно делать, когда происходит талак, что нужно делать, когда случаются в жизни вот такие вот неприятные моменты, Аллах Субханаху ва Тааля предвещает благо. Если мусульманин будет выполнять это и это и это, то будет все хорошо, все пройдет без каких-либо проблем. И поэтому этот аят был ниспослан в контексте талака. Аллах Субханаху ва Тааля во втором аяте суры Талак говорит: فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: и вот после того, как случится развод между мужем и женой, когда он скажет талак, после этого Аллах Субханаху ва Тааля установил период, в котором женщина, которую развели, остается зависимой от мужа. То есть нить никаха сохраняется. И муж в этот период должен ее содержать, свою разведенную жену, должен, то есть, выполнять все ее обычные нужды, но вместе с этим вот этот момент считается то, что как бы у них никах стоит на паузе. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: вот этот айдда, вот этот период, который идет после талаха, Аллах говорит: и когда для них наступит установленный срок, когда пройдет это айдда, Аллах говорит: либо удерживайте их благом, то есть жен, возвращайте их благом, хорошо, нормально, без всяких, допустим, скандалов, без всяких разговоров и так далее, в благом виде, или же отпустите их благом, отпустите их хорошо, и если вы это сделаете, то приведите 2 справедливых людей в качестве свидетелей и посвятите это свидетельство Аллаху. И этим повелевается
тем людям, которые веруют в Аллаха и в судный день. И тот, кто страшится Аллаха, кто богобоязненный Аллаху, тому Аллах непременно укажет выход. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. И дарует ему удел с тех мест, которых он даже не ожидает. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. И тот, кто уповает на Аллаха, то ему будет достаточно его. «Инна Аллаха балигу амри». И Аллах непременно доведет свое дело до конца. «Кад джа'аля Аллаху ликулли шай'ин кадра». И Аллах установил меру для каждой вещи. То есть полностью контекст касается талака. Да? И когда ученые говорят про этот аят, они говорят то, что Аллах субханаху ва тааля неспроста здесь что делает? Утешает. Он призывает, что говорит? Да? Тот, кто будет страшиться Аллаха, кто будет богобоязненный Аллаху, тому Аллах субханаху ва тааля укажет путь. Выход из этой проблемы. Выход из той ситуации, в которую попали и муж, и жена. И тот, кто уповает на Аллаха, тому будет достаточно Аллаха субханаху ва тааля. И поэтому тут хотелось бы остановиться на пару моментов, которые касаются и непосредственно талака. Когда мужчина женится на женщине, он обязан знать правила и постановления, которые касаются талака. И альхамдулилля, много хазратов, да, во время никаха или же в беседе перед никахом жениху и невесте объясняют положение талака. Они говорят, да, это неприятный момент, это не нужно говорить, да, в смысле, не нужно воплощать в жизнь, но вы должны это знать. И в том числе, как бы и на моем никахе мне тоже так сказали, да, и хазрат, который говорил, он говорит, забудь слово талак, никогда не произноси его, да. И другие хазраты точно так же об этом постоянно напоминают. Потому что в жизни случаются такие моменты, то что человек знал отдаленно что-то, то что есть слово талак, если скажешь, жена разводится, но всякие подробности он не знал. И тут, допустим, случаются даже такие смешные моменты. С женой поссорился, он такой про себя втихаря, талак тебе, да? Как будто он ее наказывает таким образом, да? Что-то, допустим, приготовила она, допустим, на еду, в качестве еды, да? Ему не понравилось, он опять как будто ей хочет насолить, про себя говорит, талак тебе, да? А потом в итоге выясняется, после таких вот скрытных талаков на зло, да? Он, оказывается, выясняет то, что даже когда мужчина говорит сам, и никто об этом не слышит, этот талак действительный. Этот талак перед Аллахом считается завершенным талаком. И поэтому Аллах субханаху ва тааля, безусловно, вручил в руки мужчины право давать талак. Женщина не обладает правом давать талак. Но вместе с этим он с этим словом дал мужу огромную ответственность. Без каких-либо последствий можно говорить талак 2 раза. В 3-й раз говоришь, уже все, окончательный развод. Как бы ты сильно ее не любил, сколько бы у вас детей не было, как бы вы хорошо не жили, все равно после этого уже не сможешь вернуть, пока она не выйдет за другого человека замуж, не поживет с ним, он ее разведет, пройдет после вот этот период, после разводный период, и лишь только потом ты сможешь на ней обратно жениться. И поэтому, уважаемые братья, талак – это очень серьезная вещь. И несмотря на то, что это для нас неприятно, несмотря на то, что никто из нас не желает этого своим женам, да, своим семьям, да, несмотря на это, мы должны знать положение талака. И даже вот как один брат один раз выразился относительно талака, как-то, говорит, ночью просыпаюсь, говорит, в холодном поту, и, говорит, вспоминаю то, что во сне, говорит, дал жене талак, говорит. Так сильно испугался, говорит, проснулся, говорит, узнал то, что это сон, обрадовался, говорит, да, вот. И поэтому это неприятная ни для кого вещь. И вместе с этим нужно сказать то, что в шариате Аллах субханаху ва тааля и его посланник установили правила, которые касаются талака. Талак давать в шутку крайне запрещено. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи говорит, «Саляса джаддухунна джад ва хазлухунна джад», да? 3 вещи, в которых нет никаких шуток. Серьезно, если будет сказано, оно все равно засчитается. В шутку оно было сказано, все равно засчитается 3 вещи. Это никах, когда уали говорит, я отдал свою дочь, отдал свою племянницу, отдал свою сестру замуж за такого-то, а он вдруг скажет, я принял, то все, никах считается состоявшимся. Да? И при разводе,
когда он говорит талак тебе, да я же шутил, да я же просто там это, да, я же просто хотел тебе, как бы сказать, как сейчас такое слово модное такое, пранк, я же просто пранк тебе делал, да, я на самом деле не подразумевал талак, да. И третий, что в хадисе упомянуто, это отпускать на свободу раба. Отпускать на свободу раба, хоть сегодня как бы рабства и нету, но оно было до недавнего времени, и во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже. И тогда, если хозяин сказал в шутливой форме своему рабу: ты свободен, то это считалось, это засчитывалось уже. И невозможно было уже потом сказать: да я же пошутил, возвращайся там и так далее, работай там у меня, да? Вот. Такое уже не принималось. Поэтому три вещи, в которых шутки категорически неприемлемы, и даже если они произойдут, они будут засчитываться, это никах, это талак, и это вольноотпущение раба. И повторить хочу еще то, что когда талак человек дает, не зная подробностей хукмов талака, такой талак тоже считается действительным. Если человек знал, что означает слово талак, развод, да, но не знал то, что там, оказывается, можно давать 3 раза, есть такие там моменты, есть вот такие вот тонкости, да, он этого не знал, но и злоупотреблял этим правом, да, по своему незнанию, то такой талак тоже будет засчитываться. И поэтому у нас же есть такая поговорка у нас в жизни, да, незнание законов не освобождает от ответственности. Вот в исламе точно так же, в этом вопросе. И поэтому на невежество опираться в данном вопросе уже нельзя. Поэтому мужчина должен категорически крайне остерегаться талака, и талак должен быть крайней мерой, когда уже все, когда уже дальше уже некуда. И в других аятах в Коране описывается, что должно произойти перед тем, как он должен сказать талак. Там столько шагов, столько ступеней, которые должны пройти оба они, и муж, и жена, для того, чтобы попытаться сохранить семью, да, попытаться сохранить союз, который они заключили, никах. Да, и если уж потом, пройдя все эти шаги, не получается у них, тогда действительно, наверное, в этом блага нету. Да? И поэтому талак – это очень серьезная и очень важная вещь. И Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит про упование на Аллаха в контексте талака, то ученые говорят, Аллах Субханаху ва Тааля, вот в эти слова, да, и тот, кто уповает на Аллаха, ему будет достаточно Аллаха, ученые говорят, Аллах заложил 2 смысла. Первый смысл – это предостережение. Предостережение тому человеку, который приступает к границе. Предостережение тому человеку, который поступает несправедливо, который ущемляет права, который каким-то образом пытается навредить другой стороне. Да? И это предостережение, оно действительно очень важное, потому что вот когда в жизни, все равно слышишь, что происходит, да, с близкими, с родными, там, допустим, там, с соседями, там, или в одну мечеть ходили, допустим, да, все равно слышно бывает, что происходит в семьях, как они расходятся, как рушатся браки, то иногда такую грязь они друг на друга выливают, такие грязные белье на вид всем, все это вываливают, да, в подробностях рассказывают, какой он нехороший, какой он такой, какой он сякой, да, какая она ленивая, какая она там такая, там, какая она там сякая, да. То есть друг про друга столько гайбата рассказывают, друг другу пытаются навредить, допустим, муж, да, полностью оставляет без средств существования, да, жена пытается шантажировать, потому что дети остаются с ней вместе, да, обычно, и она пытается за счет детей шантажировать вот этого вот мужа, который ей дал развод. То есть с обеих сторон часто в такие моменты приступают к границе и пытаются навредить жена мужу, бывшему мужу, и муж своей бывшей жене. Оба. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля предостерегает этих людей. Если та сторона, которого ущемили или которую ущемили в правах, которые сделали зульм, Аллах Субханаху ва Тааля что говорит? Если она или он будут уповать на Аллаха, то ей или ему будет достаточно Аллаха. А у кого будет помощником Аллах Субханаху ва Тааля, у кого будет покровителем Аллах Субханаху ва Тааля, то значит, он непременно защитит его или же ее. И поэтому первый смысл слов или же призыва к упованию на Аллаха – это предостережение той стороне, в контексте талака, конечно же, да, той стороне, которая злоупотребляет правами,
который пытается навредить другой стороне. И второй смысл – это утешение. Потому что, когда рушится брак, да, это очень большой траур, трагедия, депрессия. Да, очень много людей, которые развелись, очень долго не могут отойти от этого. Да. Человек тратит свои силы, свои средства, свое время, на долгое время, да, чтобы построить счастливый брак, и каким-то образом что-то не получается, что-то не клеится, и все это в один момент рушится. 10 лет вместе прожили, 15 лет, 20 лет, да, столько детей там появилось, да, и в итоге, когда все это становится ничем, да, человек в очень печальном положении, в очень таком положении, когда ему морально и даже и материально тоже очень сложно. И вот Аллах Субханаху ва Тааля этих людей точно так же словами утешает и говорит: тот, кто будет уповать на Аллаха, тому будет достаточно Аллаха. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля призывает этих людей, чтобы они успокоились, призывает, чтобы они надеялись на Аллаха, чтобы они уповали на Аллаха, да? И какими бы их проблемы на тот момент не выглядели большими, да, с помощью Аллаха они превратятся в ничто. Они улетучатся, да, и поэтому не навредят человеку. И поэтому вот, это такой вот сложный момент, когда происходят такие вот неприятные вещи. И даже вот один брат признался и говорит, когда мне, говорит, мама родная сказала, да, если, говорит, улам, не дай Аллах, что-нибудь произойдет, ты, говорит, все оставляешь, все уходишь, говорит, все. Без разговоров, да, что бы там между вами ни произошло, ты полностью все оставляешь своей семье, там, детям, там, жене там, и так далее, и к этому уже не возвращаешься. И вот это вот тоже показывает то, что когда мы говорим, человек, который остался в таком поверженном состоянии после талака, это не обязательно женщина. Это не обязательно женщина, таким поверженным человеком может быть и мужчина то же самое. И еще один момент, который касается талака, это дети, которые остаются после талака, которые остаются обычно с матерями. Когда муж и жена вместе живут, появляется ребенок, 2, 3, 4, даже 5 может быть, да, если Аллах даст. И в итоге что происходит? В итоге происходит то, что муж уходит, она остается с кучей детей, да, и после этого она как бы тоже молодая, тоже в расцвете сил, да, и муж-то проблем нет, женился на второй, там еще на другой, там, да, то есть он всегда может построить новую семью, да, а ей зачастую, это вот основываясь на статистике, да, основываясь на статистике, то, что женщины, которые остаются с детьми, им дальше намного сложнее и практически невозможно построить новую семью. Почему? Потому что тот человек, который обычно хочет жениться, хоть он даже и в возрасте будет, да, он обычно ищет ту, ладно, хоть она как бы и не девушка, была уже замужем, да, ну хотя бы без детей, да, как бы я хочу своих детей растить, да, зачем мне кшик балалар девайтелар. И таким образом они пытаются найти ту женщину, которая без детей, или хотя бы с одним ребенком, да, но не так много, чтобы там было. И поэтому зачастую те женщины, которых развели с детьми, они уже, можно сказать, уже дальше уже не выходят замуж. На основе статистики. Да, очень редкие из них выходят замуж повторно. И вот в этом большая проблема, потому что если бы мы применяли то, что предписано нам в шариате в данном вопросе, а данный вопрос нам говорит то, что если ребенок не нуждается в заботе матери, и если мать выходит замуж за другого мужчину, то этого ребенка должен воспитывать отец. И раньше, во времена посланника Аллаха, саллиллаху в средние века, да, и даже вот, можно сказать, даже в этом веке, да, абсолютно не было никаких проблем, когда детей забирал отец, да, на свое попечение, на свое обеспечение, на свое воспитание, а жена оставалась одна, ну, бывшая жена, получается, да, и потом спокойно могла выходить замуж, кто ей предложит, там, и так далее, да, то есть не составлял таких проблем. Только лишь сейчас, когда начали как бы мужчины смотреть на это легкомысленно, да, женятся, рождаются дети, потом легко талак тебе, уходит, да, и жена остается одна с ребенком, и даже, может быть, даже не просто уходит, а вообще полностью бросает, да, и не обеспечивает, и никакой помощи не оказывает. Поэтому в этом случае, да, если бы мы применяли бы то, что шариат нам предписал,
и оставляли бы детей у себя, то перед тем, как сказать развод жене, которая родила тебе 4-5 детей, да, он бы 10 раз, наверное, подумал бы, даже 20 раз, наверное, подумал бы и пытался бы, что сделать? Пытался бы сохранить брак, пытался бы жить, да, и не доводить до развода. И поэтому пусть Аллах Субханаху Тааля поможет всем тем, кто оказался в затруднительном положении. Однако, уважаемые братья, упование на Аллаха, оно, конечно же, не касается только проблем талака. Хоть оно в данном контексте, в данной суре, оно упомянуто вместе с талаком, но нужно сказать то, что упование на Аллаха, таваккуль, оно должно присутствовать повсеместно. Оно должно присутствовать везде. И в каждой минуте, в каждом часу, в каждом дне жизни мусульманина. И Аллах Субханаху Тааля об уповании говорит во множестве аятах, во множестве хадисах приводится, да, от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому, когда мы говорим про упование, нужно упомянуть две ее составляющие. Во-первых, когда человек уповает на Аллаха, перед этим он должен что сделать? Он должен выполнить причины, чтобы его дело, в котором он уповает на Аллаха, чтобы оно оказалось успешным. То есть должен сделать первые шаги. Когда посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пришел бедуин и сказал: «О посланник Аллаха, что же мне делать? Сначала привязать верблюда, а потом уповать на Аллаха или что?» И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Привяжи верблюда, потом уповай на Аллаха». То есть первый шаг ты сам должен сделать. Первый, чтобы твое дело осуществилось, ты делаешь сам. А далее ждешь от Аллаха Субханаху Тааля благой исход твоего дела. И поэтому в исламе категорически неприемлемо, когда человек без ничего, без каких-либо причин просто сидит и ждет, что на него с небес спустится манна, да? Манна с небес спустится, да? Как говорят же, у татаров тоже есть такая поговорка: алматыш, аузаматыш, да? О, яблоко, стань таким сладким и упади прямо мне в рот, да? Чтобы я пожевал тебя, как бы и стал сытым, да? Нет, это в исламе порицается. Во времена Умара ибн аль-Хаттаба, второй праведный халиф, некоторые люди прибыли с Йемена, прибыли в хадж. И когда мы говорим про хадж, для всех должно быть понятно то, что хадж – это фарз один раз в жизни, и человек должен к этому готовиться тщательно, да? Он должен приготовить себе запас на дорогу, чтобы в дороге он от голода не умер, или же верховое животное там, и так далее, да? Должен приготовиться. Он должен иметь средства, чтобы он там смог жить в Мекке, да? Чтобы мог выполнять свои человеческие потребности. И вместе с этим он должен оставлять и своей семье что-то. Если он сам поехал на хадж и оставил без гроша свою семью, так непозволительно, так не поступают. И что произошло? Эти люди прибыли с Йемена в Мекку, посланнику во времена Умара ибн аль-Хаттаба, и когда Умар увидел то, что они прибыли с Йемена и без ничего, у них не было с собой ничего, он спросил: «Вы откуда приехали?» Они сказали: «Мы с Йемена». «А у вас, говорит, с собой ничего нету?» Они сказали: «Мы, говорит, нахну мутаваккилуна аля Аллах». Мы, говорит, уповающие на Аллаха. И тогда Умар разгневался и сказал: «Вы не уповаете на Аллаха. Вы уповаете на людей, которые пришли на хадж, и которые, видя ваше положение, будут смотреть на вас, будут жалеть вас, будут вас подкармливать и так далее, и так далее». Понимаете? Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, он порицал то, что человек сам ничего не сделал, сам ничего не подготовил и говорит: «Я уповаю на Аллаха». На самом деле он не уповает на Аллаха. Он не выполнил то, что от него требовалось относительно упования на Аллаха. Поэтому, уважаемые братья, вот просто так сидеть и ждать человек, который, допустим, например, обычная потребность, мирская потребность, чтобы купить автомобиль, да, и сидеть и говорить: «О Аллах, я уповаю на тебя, о Аллах, дай мне машину, о Аллах», да, и вместе с этим он палец о палец не ударил для того, чтобы достичь своей цели, то он сам себя обманывает. Или тот, который, допустим, хочет жениться, да, и вместе с этим не делать никаких усилий, никаких причин, да, и после этого говорит: «О Аллах, зачем ты меня лишаешь, зачем ты мне не даешь праведную невесту», да, он должен сам на себя пенять.
И также любая вещь в нашей жизни, что происходит, да, если он сам не совершает причины для того, чтобы это дело его осуществилось, он не уповает на Аллаха должным образом. И Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит про причины, он приводит два примера. Два удивительных примера. Первый пример – это в суре Шуара, 63 аят, когда Аллах Субханаху ва Тааля приказал Мусе, алейхиссалям, и его соплеменникам племени Бану Исраиль, иудеям, которые были вместе с Мусой, чтобы когда он прибыл к морю, а за ним гнались кто? За ним гналось войско фараона, чтобы их истребить, чтобы их убить. Да? Аллах Субханаху ва Тааля приказал: ударь своим посохом по морю. И после этого что случилось с морем? Оно расступилось, да? И Муса, алейхиссалям, пошел по дну моря. И вода не просто расступилась, а дно, по которому они шли, оно высохло. Потому что земля, которая находится под водой, если оттуда убрать воду, оно все равно останется рыхлым, некомфортным для передвижения. Так ведь? А знамение Аллаха, то, что Аллах Субханаху ва Тааля что сделал? Рассек море и высушил землю, сделал так, чтобы она стала сухой. И после этого Муса, алейхиссалям, со своим народом прошел по дну моря. И вот здесь вот Аллах Субханаху ва Тааля что сказал Мусе? Ударь посохом по морю. То есть первую причину сам выполни, сделай, а результат уже будет от Аллаха. И вы сами подумайте, да, вот на сегодняшний день, да, вот просто так ударишь по морю, что-то случится? Нет. Каждый результат от Аллаха. И Аллах Субханаху ва Тааля помог своему пророку Мусе вот этим вот знамением, но перед этим он сказал, чтобы Муса сам сделал первую причину. Второй же пример, это в суре Таха, в суре Марьям, прошу прощения, когда Марьям, мать Аисы, алейхиссалям, да, когда у нее были уже схватки, когда она уже готовилась рожать, Аллах Субханаху ва Тааля что приказал ей сделать? Аллах Субханаху ва Тааля ей сказал: ударь по стволу пальмы, и тебе посыпятся финики. Она была голодна. То есть, представьте, такое положение, да, женщина рожает, вот она, ей тяжело, она голодна, она хочет покушать, да, и Аллах Субханаху ва Тааля что говорит? Вот этой слабой женщине, которая находится в таком положении, ударь по стволу пальмы. Вы пальмы когда-нибудь видели вообще, как бы, кто на хаджи был, то там это, да? Они иногда толще, чем березы наши бывают. Они такие большие. И там, когда, если мы, допустим, прибудем в те места, где растут пальмы, это Мекка, Медина, допустим, да, там не только там женщины, там даже здоровенные мужики, наверное, не смогут что-то сделать, пошевелить каким-то образом ствол этой пальмы. Он очень большой, очень сильный. И вместе с этим Аллах Субханаху ва Тааля что приказал Марьям? Он сказал: ударь по стволу, сделай причину. И Аллах Субханаху ва Тааля что тебе даст? Аллах Субханаху ва Тааля даст тебе пропитание, даст тебе еду, и финики тебе посыпятся. И поэтому, уважаемые братья, неправильно думать, то, что использование причин уменьшает единобожие, уменьшает упование на Аллаха. Наоборот, использование причин – это и есть часть упования на Аллаха Субханаху ва Тааля. И эти два примера, когда Муса и когда Марьям были бессильны сами достичь результата, вместе с этим Аллах приказал им, чтобы они сделали причину, и после этого Аллах им даровал освобождение, даровал им облегчение. Также нужно сказать и противоположность, да? Противоположность, когда люди полностью совершают все причины и думают, то, что если вот я сейчас пройдусь по пунктам, все от первого до последнего, все выполню, да, и у меня это случится. Это осуществится, и это, то есть, притворится в жизнь. Да? Некоторые люди так думают и забывают о том, то, что все от Аллаха. Все предопределение от Аллаха. Все, что Аллах Субханаху ва Тааля пожелает, оно произойдет. Да? Об этом забывают. И полностью полагаются на причины. Как, допустим, тот человек, который перед тем, как выехать, допустим, с Казани в Челны, допустим, снарядил автомобиль, все приготовил, масло все залил, колеса все хорошие там и так далее, да, в итоге выезжает в путь, он думает, то, что я все выполнил, я все предусмотрел, да, я специально выехал в такое время, когда на трассе никого не будет, когда будет проезд свободный, когда будет погода хорошая там и так далее, да, и вместе с этим, по предписанию Аллаха Субханаху ва Тааля, он не доезжает до Челнов. Или же вот в нашей жизни столько примеров, да, когда мужчина, женщина женится на женщине, создают семью, оба здоровы,
У обоих нет никаких проблем. Живут вместе, но детей нет. 5 лет живут вместе, 10 лет живут вместе. Аллах Субхану Тааля не дает. И поэтому, уважаемые братья, ученые сказали, если человек полностью уповает на причины и ждет результата только лишь от причин, которые он выполнил, это указывает на то, что в его вере в Аллаха очень большие пробоины, очень большие проблемы. И тот человек, который полностью ждет результат от Аллаха и не выполняет вместе с этим никаких причин, ученые говорят, у первого были проблемы с верой в Аллаха, а у второго, говорят, проблемы с головой. Да? Потому что он что делает? Он не выполняет никаких причин для того, чтобы его задумка осуществилась. Поэтому вот две крайности. Первая крайность, когда полностью человек думает, что он уповает на Аллаха и оставляет полностью выполнение причин, это первая крайность. Вторая крайность, когда человек оставляет вообще мысли об Аллахе, упование на Аллаха и полностью выполняет причины и говорит то, что по причинам произойдет то, что он задумал. Вот эти вот две крайности. А истина, которая идет от Аллаха, она посередине, и она гласит, то, что человек перед этим что должен сделать? Выполнить все причины, а потом уповать на Аллаха и молиться Аллаху, делать дуа и ожидать положительный исход своих дел от Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому, уважаемые братья, Аллах Субханаху ва Тааля относительно упования, таваккуля, да, в Коране во множественных местах призывает пророка Мухаммада, саллаллаху саллям, призывает верующих, призывает умму, да, чтобы они уповали на Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аль-Имран, 160 аят говорит: «Ин янсурукум Аллаху фаля галиба лакум, ва ин яхзулькум фаман заллази янсурукум мин ба'ди, ва аля Аллахи фалятаваккалил му'минун». Аллах Субханаху ва Тааля говорит, если вы хотите победу, если вы хотите облегчение, то если Аллах даст вам победу, то никто не сможет одолеть вас. И если же Он лишит вас поддержки, то кто же после Него дарует вам победу? И только лишь на Аллаха уповают верующие. И поэтому любое облегчение, любая победа, любая помощь, она лишь от Аллаха Субханаху ва Тааля. В другом же аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит о человеке, когда его покидают, когда его предают, да? Аллах Субханаху ва Тааля говорит, сура Ниса, 81 аят: «Фа'арид анхум ва таваккаль аля Аллах, ва кафа биллахи вакиля». И отвернись от них, то есть кто тебя предал, кто тебя оставил, отвернись от них, ва таваккаль аля Аллах, и уповай на Аллаха, и довольно тебе Аллаха хранителем. Также Аллах Субханаху ва Тааля, например, говорит, когда человека полностью оставят все создания, все люди, он останется в полном одиночестве, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаин таваллау, факуль хасби Аллах, ла иляха илляху, алейхи таваккальту». Сура Тауба, 129 аят. «И если же они все отвернутся, то скажи: мне достаточно Аллаха, и нет божества кроме Него, и я только лишь на Него уповаю». И поэтому, уважаемые братья, и вот еще один пример, когда с человеком случаются какие-либо тяготы жизни, трудности, какие-либо беды, которые происходят с ним по предписанию Аллаха Субханаху ва Тааля, то ученые говорят, встречай эти беды полным упованием на Аллаха, полным таваккулем. Аллах говорит в суре Тауба, 51 аят: «Кулля юсибана илля ма катаба Аллаху лана, хуа мауляна, ва аля Аллахи фальятаваккалил му'минун». Аллах говорит, скажи, нас постигнет лишь то, что Он предписал нам. Да? И Он является нашим покровителем, то есть Аллах является нашим покровителем, и только лишь на Аллаха полагаются и уповают верующие. И поэтому, уважаемые братья, подобных аятов великое множество, да, в которых Аллах Субханаху ва Тааля призывает уповать лишь на одного Аллаха, что бы с тобой ни случилось, тяготы жизни, враги, какие-либо затруднения, когда тебя оставляют без помощи, когда тебя предают, в таких вот тяжких ситуациях всегда уповай на Аллаха Субханаху ва Тааля. Также Аллах Субханаху ва Тааля говорит, даже если ты боишься козней шайтана, то Аллах Субханаху ва Тааля в суре Нахль, 99 аяте говорит: «Иннаху лейса лаху султанун аля алладина аману ва аля раббихим ятаваккалун». Ему, то есть шайтану,
не подвластны те, которые уверовали и которые на своего Господа уповают. На своего Господа уповают. Это, уважаемые братья, точно так же предостережение от того, что если ты боишься, то, что шайтан одолеет тобой, да, то, что боишься его козней, то уповай на Аллаха субханаху ва тааля, и Аллах субханаху ва тааля облегчит твое положение. И один из ученых пишет следующие слова относительно проблем, которые возникают у верующих с упованием. Аллах субханаху ва тааля говорит, этот ученый говорит, то, что иногда среди людей можно увидеть таких, которые, когда их постигают какие-нибудь маленькие проблемы, они полностью все свое упование, все свое стремление и все свое дуа посвящают именно этой проблеме. И этот ученый говорит, а на самом деле эта проблема, допустим, если это голод, например, да, то голод достаточно убить чем? Половинкой хлеба. Пол хлеба покушал, и ты уже не голоден таким, каким ты был 5 минут назад. Да? Или же какая-нибудь другая материальная какая-то проблема, это все мелочи. Это все маленькие трудности жизни. И этот ученый говорит, и когда видишь этих людей, которые, говорит, посвящают полностью свое упование на какие-то маленькие проблемы жизни, и вместе с этим забывают, либо остаются беспечными, и их сердца пусты, без упования, которые касаются вопросов всей их жизни. Вопросов знания, вопросов веры, вопросов помощи всему миру, да? Оказать помощь благим делом, да? Вот это вот является, говорит, большой ошибкой. Вот это вот является, говорит, упование слабого и ленивого человека. Да? Слабый и ленивый человек – это тот, который вспоминает об Аллахе и который уповает на Аллаха лишь только тогда, когда его ущипнули. Лишь только тогда, когда с ним что-то случилось такое, на его взгляд, такое тяжелое какое-то там, допустим, происшествие, да? Какие-то материальные заботы, какие-то вот такие вот вещи, которые на самом деле очень быстро проходят, и их легко решить. Но вместе с этим упование, он забывает об этом намного, в темах, которые намного важнее и намного актуальнее для него. И в остальные дни своей жизни перестают уповать на Аллаха, перестают ему молиться, перестают делать дуа. Вот это вот является ошибкой. И поэтому, уважаемые братья, вот дуа, который делаем мы, утренние зикры, вечерние зикры, да, там есть одно дуа, где верующий должен сказать: «Валя такильни иля нафси тарфата айн». «О Аллах, и не оставляй меня самого наедине с самим собой даже на время, как наш глаз закроется и откроется». Взмах нашего чего? Взмах, то есть век, да? Чтобы человек, даже тот короткий период, в который происходит, когда он закрывает и открывает глаза, даже на этот промежуток времени не оставляй меня наедине с самим собой. То есть даже в этот период, о Аллах, сделай так, чтобы я уповал на тебя и зависел только лишь от тебя. И поэтому это указывает для всех нас, чтобы мы уповали на Аллаха, чтобы мы всегда надеялись на Аллаха, и чтобы мы ждали результат от Аллаха субханаху ва тааля во всех наших делах, а не только то, что касается бизнеса, там, допустим, каких-то там дел, каких-то материальных вещей, да, каких-то сложностей, которые касаются нашей жизни, не только в эти моменты, когда нам тяжело, когда нам тяжко, когда нам, допустим, там, рубля не хватает, там, или еще чего-нибудь не хватает, да? Нет, это должно быть повсеместно и должно быть всегда. И поэтому, уважаемые братья, ученые сказали, что такое тауфик? Мы же часто говорим, да, «Я раббам тауфик бир», «Я раббам хидаят бир дивайтабис». Тауфик, что такое тауфик? Тауфик – это успех. Это чтобы твои дела, да, чтобы были успешными, чтобы твоя жизнь была успешной, чтобы твое верование, твой иман, да, был с тауфиком, чтобы тебя не постигали какие-либо беды. И ученые сказали, что такое тауфик? Это когда человек, когда Аллах субханаху ва тааля верующего не оставляет ни на миг. Он всегда зависит от Аллаха, Аллах всегда его опекает, Аллах всегда его
защищает, да, вот этот человек является муаффак, да, успешный человек. А тот человек, которого постигла беда, истинная беда, это которого Аллах Субхану ва Тааля оставил самим собой. Оставил без опеки, оставил без заботы, оставил без помощи, предоставил этого человека самому себе. И поэтому, уважаемые братья, я прошу у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах всем нам даровал тауфик, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля сделал успешными все наши дела, и чтобы мы вспоминали об Аллахе, уповали на Аллаха, чтобы мы молились, делали дуа Аллаху не только тогда, когда нам тяжело, когда мы испытываем какие-то затруднения физические, там, допустим, моральные там, или материальные, да? Нет, чтобы это было всегда. Чтобы это было всегда. И поэтому пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает всех нас праведными, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сделал успешными все наши дела, и чтобы Аллах Субхану ва Тааля не оставлял нас наедине самими с собой даже на миг, и всегда нас опекал и всегда заботился о нас. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.